Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова видеть на своем канале. Сегодня мы с вами на живописном озере находимся, где-то в Мордовии, на границе, наверное, с Рязанской областью, где-то так. И перед тем, как мы начнем с вами рыбачить, хотел к вам обратиться за помощью. Я сейчас нахожусь в поиске нового рабочего места. И если кто-то из вас желает мне помочь с поиском новой работы, прошу откликнуться. Значит, со мной можно связаться в Одноклассниках, ВКонтакте. И оставлю, значит, свою электронную почту под видео, ребята. Пишите, отправлю вам свое резюме, либо договоримся с вами о встрече на собеседовании. Ну все, сейчас начнем рыбачить, приоритетно на джиг. Ой, на какой джиг? На воблеры, на 130-е. Но сейчас прошел с эхолотом, нашел интересное место и покидаем джигом, наверное. Я взял несколько приманок с собой джиговых, на всякий случай. На этом озере я, походу, либо первый раз, либо был 20 лет назад, давным-давно, не помню. Вот, посмотрим. Озеро очень интересное. Надеюсь, у нас с вами что-то сегодня получится. Поехали. Ну, смотрите, рыба определенно есть и в количестве по эхолоту. Но сейчас вот дойдем, там я видел тоже вот вкусное место, глубина 3 метра и рыба стоит у дна. Ну, так скажем, не мелкая. Может быть, не совсем крупная, но и не мелкая. Сейчас посмотрим. Вот еще, пожалуйста. Я думаю, что вам видно. Вон какие громадные символы. На 3,5 метрах. Так, я тут проходил, видел коряшку. Сейчас постараюсь ее найти. И все-таки покидаю джигом. Глубина 3,6. Ух ты, ничего себе. Вот еще стая рыбы. Вот коряшка. Угу. Лежит дерево на дне. Вот. Сейчас попробуем его обкидать. Сейчас я вернусь назад. Да, на 4 метрах. Присутствует рыба. Я думаю, что есть смысл даже сюда приехать зимой, ребята, на первый лед. Так, все, возвращаюсь, сейчас выставлюсь и покидаем джигом. Так, ну попробуем. Тут грузила у меня смокши остались 12 грамм мов. 12 грамм мов. Попробуем покидать 12 грамм мов. Конечно, сегодня рыбалку я, планировал, наверное, так и буду на воблеры. Но хотелось бы попробовать на джиг. Вдруг клюнет. Да, нет. Нужно все пробовать. Ну, 12 грамм. Ну, можно даже 10, наверное, поставить. Так нормально. Никто не клюнул у нас на первой проводке. И это хорошо. С утра ехал, температура была 4 градуса тепла. Но обещали днем до плюс 20. Слава богу, ветер не сильный. Довольно-таки комфортно на воде, очень хорошая погода. Сегодня у нас 26 сентября. Да, довольно-таки красиво здесь. Проезжал, значит, там еще какой-то мужчина возле воды был. Не знаю, рыбачит, не рыбачит, что он там делает.
А так никого нету, в принципе. Конечно, может, еще подтянется народ. Но пока никого. Красотища. Сменил приманку сейчас и поставил 8 граммов. Попробуем сделать несколько забросов. Не клюнет, будем твичить воблеры. Конечно, может, еще покидаем на джиг. Угу, зацепну. Нашел бревно я. Печалька. Ну, что думаете, она зацепилась? Об сеть. То бишь там коряшка на дне, и эта коряшка вся в сетях. И, естественно, как бы вот приманка повредилась, и хвостик оторвался. То бишь браконьеры не дремлет, так скажем. Ладно, сейчас попробую другую приманку поставить и покидаем, потому что в эхолоте показывает, что рыбка стоит на этой коряшке. Может быть, удастся что-то поймать. Кейтейшенка такая у меня, покусанная была. Ну все, на выброс. То, что щука здесь есть, как бы это 100%. Отписался мой подписчик, сказал: Серега, вот был здесь, на этом озере, щука клюет. Ну, то бишь, он здесь ловил, съезди посмотри. Огромное ему спасибо. Надеюсь, нам тоже удастся ее поймать. Так, покидал джиг немножко. Поклевок нет. Все. Начинаем 130-й, короче, твичить. Будем придерживаться намеченного плана, который у нас был. Спиннинг у меня Sportex, Nova Twitch с тестом, с каким у меня тут 27 граммов. Катушка Shimano Naski C3000. Шнур что-то в районе двушки, наверное. Хоть 0,18, может там, не помню. И также у меня еще в лодке находится спиннинг с AliExpress. Друг из Китая прислал кастинговый. Валялась в гараже кастинговая катушка. И что-то не знал, что с ней делать. И думаю, блин, спиннинг покупать неохота что-то. И с AliExpress за 500 рублей заказал, поставил. Тоже покидаем там на нее что-нибудь. Может, вертушки или какие-нибудь воблеры потестим. Все, поехали. Ловись, рыбка большая и маленькая. А лучше большая и маленькая. Моторчик у меня, значит, электро Water Snake. Вот как раз для таких рыбалок это самое то. Тяговый аккумулятор, к которому также подключен и эхолот. Очень удобно. Два часа я на воде, ни одной поклевки не увидел. И тут бабах, ребята, и вот рыба. Я уже прям, честно говоря, расстроился. Думаю, домой надо ехать, что ли, блин. Нет, есть тут щука. Нужно просто, наверное, что делает? Искать. Да, я уж прям думаю, обманули, что ли, меня. Может, здесь рыбы-то нету. Нет, не обманули. Ну, 2 часа. 2 часа я кидаю. Пробовал вертушки, шмертушки,
воблеры, шмоблеры, что только не бросал, и не клевало. Сейчас, значит, забросил воблер. Мне позвонила жена, я с ней разговаривал. Воблер там в толще воды что-то делал. Видимо, здесь глубина 3,5 метра. Вот, поговорил, начал подматывать, ну, несколько раз дернул воблер, и отозвался щурок вот такой вот. Ну, неплохой, так скажем. Еще свечку даст. Ух, какой бодрый. Ух, что делает, ничего себе. Все, зафиксировал. Ну что, неплохая щучка, я вам скажу. Отлично. Воблер у нас что там? Реалист Джербейт 120. И вот такая щучка клюнула. Ну, неплохо, неплохо. Значит, упираемся. А то уж прям, я не знаю, 2 часа ни одной поклевки, уже мысли были вообще домой уехать. Думаю, ну что за такое-то, блин. Сказали, что щука здесь есть, а у меня почему-то она не клюет. А 2 часа, я вам скажу, кидание воблеров такое еще занятие тут. Ну, неплохая, неплохая, ребят. Что-то батарейка села, что ли? Да, невзвесимо. Ну, ладно. Вот такая вот щучка. Отлично. Завтра я еду с семьей на дачу отдыхать, поэтому мы его поймаем и закоптим. Надеюсь, что это не единственный щурок, который нам сегодня попадется. Супер. Сместился в хвост озера. Вот прошел сейчас с эхолотом. Озеро очень глубокое. В одном месте даже 7 метров. Фоновая такая, так скажем, 3 метра, наверное, блин. Очень интересная лужа. Не очень она большая, но довольно-таки глубокая. Там на воду, я заметил, вышло еще 2 лодки. Не знаю, местные, не местные. Посмотрим. Спросим у них потом, если удастся, что у них там клюет. Ну, очень красиво, тихо. С погодой повезло. Вот в хвосте озера, блин, глубина 4 метра вот здесь. По поводу, как твичить воблеры, ребята, ну, каждый твичит, как он хочет, так скажем. Доводилось
на ютубе встречать там спорящих людей, как правильно. Мне кажется, у каждого своя какая-то, ну, тактика поведения там на рыбалке. Все по-разному рыбачат, лишь бы это приносило какой-то результат. Есть, конечно, классика, то бишь там 2 рывка, пауза, рывок, наверное, как-то вот так вот, база. А дальше уже от вашей фантазии. Ну и паузы, соответственно. Чем холоднее, тем больше, длиннее паузы. Не собираюсь никого учить, так скажем, сам не умею. Просто полюбуйтесь, какая красота. Да. Очень здорово. Очень красивое озеро. Очень мало подходов для ловли с берега. И даже где вот сбросить лодку, я бы сказал, очень мало мест. Рядом есть населенные пункты, но они не очень большие, там несколько домов. Возможно, дачники даже. Но как на черных камнях не клюет, к сожалению. Взбодрила меня вот поимка одной щучки. И все пока. Меняю воблеры периодически. Не прошло и полгода, как говорится, и небольшой щурочек клюнул у нас. Но я не знаю, поклевку на камеру поймать нереально, потому что я вам говорю, первую поклевку я ждал 2 часа, сейчас, наверное, в районе часа еще откидаю, и очередная поклевка. В этот раз не крупный щурок попался нам. Маленький. Чуть-чуть побольше воблера, на который мы с вами рыбачим, ребят. Воблер, кстати, Максквад. Опа. Но этого мы отпускаем. Максквад 128. Так, попробуем вот такой вот воблер. Это Орбит. Классика, так скажем. Побросать. 110-й суспендер. Потому что у нас щурки и маленькие, смотрю, есть. Может быть, нужно уменьшиться. Крючки какие острые. Ой-ой-ой. Так, сейчас отойдем маленько. Иду так, ну, скажем, в дрейфе. Ветер меня подгоняет в другую сторону этого озера. И мы потихонечку идем, потому что первый раз тут куда, чего, где, понятия не имею, поэтому экспериментируем, пробуем разные места.
Очень тяжело как бы вот, ну, разведывать новые места в одиночку. Если был бы еще с кем-то там, с друзьями, то бишь разные воблеры, разная техника ловли, можно было бы делать какие-то выводы. А так вот, может, я что-то делаю не так. Непонятно. Бывало так, что на рыбалке вроде там рыбачим. У кого-то у одного клюет, у другого не клюет там, да? Разогрела жара. Как и обещали, наверное, градусов под 20. Но с утра было зябко. Отлично. Вот еще один щурочек. Да какая бодрая она здесь, на. Ну-ка, иди сюда. Опа. Ну, чуть-чуть поменьше первый. Тоже клюнула на реалист джеркбейт. Сначала подбила его, а потом догнала и съела. Да, иду с плавом по ветру. Ну, неплохо. Неплохо, ребята. Двигаюсь уже в другой конец этого озера. Сплавляюсь потихонечку, кидаю. Вот маленького щурка еще поймал. Опять чуть... Да своблер, наверное. 130-й. И все, поклевок нету. Как бы на каких-то вот местах не концентрируюсь. Пока вот сплавом, ну, смотрю, какие тут места, чего глубины. А глубины здесь, ребята, попадались до 8 метров. 8 метров глубина. Сейчас вот под лодкой 6. Я не знаю, как бы, блин. Можно, конечно, 130-ми воблерами щуку с 6 метров поднять, но не знаю. Наверное, все-таки рабочая такая, метра 2,5, 3. Ну, очень красиво, конечно, здесь. Бог даст, конечно, зимой можно сюда приехать с жерлицами, попробовать. Встретил мужчину, он на поплавочную удочку вот рыбачит. Сказал, что здесь есть вся речная рыба. И 2 недели назад здесь неплохо клевала щука. Ну, по старой схеме. Вчера и у того мужика. Другой конец озера не такой живописный, как первый вот был. Здесь что-то так не особо зелено, мрачновато. Да, рыба не клюет, и это печально. Сейчас буду возвращаться ближе к машине. Попробую немножко там и буду собираться домой. Оп. Как говорится, хоть такая она клюнула. Все уже перед отъездом. Не клюет ни хрена.
Да. Нет щуки, нет не щука. Все, мои дорогие, подошла к концу эта рыбалка. Это озеро было для меня абсолютно новое. Я на нем не был ни разу. Озеро мне понравилось своей красотой. Клевало, конечно, откровенно плохо. Удалось поймать 2 щурка. Забрал их. Завтра на даче с семьей закоптим. Поедем отдыхать на дачу и там их закоптим. И скушаем. Значит, об этом озере мне рассказал мой подписчик. Он здесь был 2 недели назад. Он поймал 12 щук. Здесь самая крупная на 3 килограмма. Его слова подтвердил местный дед, которого я здесь встретил. Он сказал, что 2 недели назад тут клевало. Вот так вот. Значит, перед отъездом вот сейчас начал собираться, как бы, и на воду вышел молодой человек. Приехал тоже вот на эту же полянку, где мой автомобиль. У него наклейка на машине «Рыболовный спецназ». Это о чем-то говорит. И он мне сказал, что он сюда приезжает 7-й, по-моему, или 8-й раз и по нулям. Поэтому такая вот рыбалка на незнакомом водоеме для меня, ну, наверное, все-таки неплохая, да. То бишь 2 щучки я поймал, и там маленькие щурки, ну, они за счет как бы не идут. Озеро прошел от начала там и до конца, в оба конца съездил, посмотрел. В эхолоте рыбу показывает, стайную, бель, есть интересные коряшки какие-то, глубина где-то до 9 метров, 8 с чем-то в самом глубоком месте я увидел. Фоновая глубина 2,5-3 метра по всему озеру, озеро довольно-таки интересное. Конечно, неплохо было бы сюда приехать с жерлицами на первый лед. Но это уже совершенно другая история. Все, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх-вниз и увидимся на воде. Пока-пока.